Вопрос внесения изменений в закон Республики Абхазия об актах гражданского состояния, касающийся упорядочения и упрощения для этнических абхазов, проживающих в Турецкой Республике, получения абхазского гражданства, вынес на повестку дня депутат, председатель комитета Дауд Хутаба. Поправки предполагают, что этнические абхазы, прямые потомки беженцев, покинувших историческую родину, достигшие 18-летнего возраста, имеют право восстановить абхазскую фамилию. Путем принятия этого закона мы хотим восполнить этот пробел, дав возможность нашим братьям, соотечественникам за пределами Абхазии восстанавливать свою национальную фамилию абхазскую. И помимо этого, принятие этого закона повлечет внесение изменений и в другие законодательные акты, в частности в Гражданский кодекс Республики Абхазия, который будет дополнен пунктом восстановления абхазской фамилии. Подготовили данный законопроект в тесном взаимодействии с Комитетом репатриации, с Министерством юстиции, для того, чтобы эту ситуацию исправить. То есть для них как был упрощенный подход, теперь с принятием данного законопроекта он так и останется. То есть мы возвращаем, мы ничего нового по сути не вносим по сравнению с тем, что было. Просто теперь уже мы закрепляем уже возможность для них. После принятия того закона эта возможность затерялась, и мы возвращаем эту возможность для них именно упрощенного подхода. Депутаты единогласно проголосовали за вынесение данного проекта на повестку следующей сессии парламента. Следующим вопросом стал проект закона Абхазии о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы республики, конкретнее в статью о клевете. Рассмотрение законопроекта в парламенте инициировала Генеральная прокуратура Абхазии. В ранее действовавшей редакции мы могли привлечь лицо к уголовной ответственности только в случае, если мы доказываем, что лицо заведомо распространяет сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию человека. Статистика свидетельствует о том, что есть определенные сложности в применении данной нормы. В том законопроекте, который мы направили, мы предлагаем следующее. Изменить диспозицию данной нормы и привлечь лицо к уголовной ответственности за распространение ложных сведений, которые направлены на ущемление чести и достоинства другого человека. Как пояснила Тамила Бигвава, в прилагаемых изменениях наказание за клевету наступает в случае распространения лицом недостоверных сведений, оскорбляющих честь и достоинство другого гражданина, без учета фактора заведомости. Нашему новому законопроекту уголовная ответственность за клевету наступает при распространении лицом недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Также предусмотрена уголовная ответственность за клевету в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. То есть, когда не в отношении конкретного персонифицировано, а в общем, скажем, там, депутаты парламента. Представители аппарата уполномоченного по правам человека в Абхазии прокомментировали предлагаемые изменения в закон о клевете. В заявлении сказано, что главным признаком, характеризующим клевету, является именно преднамеренность и заведомость ложных данных, а защита чести и достоинства возможна и в рамках гражданского судопроизводства. Изменение определения клеветы с распространения заведомо ложных сведений на распространение достоверных сведений не оставляет места добросовестному заблуждению лица, распространяющего такие сведения, и ведет к смешению между гражданским деликтом и уголовным преступлением. Подобное указывает на то, что для клеветы необходимо наличие вины в прямой форме прямого умысла. Только при наличии вины в форме прямого умысла можно говорить о наличии клеветы. В настоящее время, если у распространителя не было умысла на умаление чужой чести и достоинства, и он руководствовался целями информирования общества, даже если информация оказалась недостоверной, он не подлежит уголовной ответственности. Такое положение соответствует сути конституционной норме о свободе слова, мысли и убеждений. Как отметила уполномоченный по правам человека в Абхазии Анна Скишмария, предлагаемые поправки нуждаются в доработке, дабы закон не ущемлял права граждан. Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. То есть мы ничего против
поправок к закону не имеем, только не в том формате, который мы получили. Если вы дадите нам возможность поучаствовать в рабочей группе этого вопроса, мы с удовольствием внесем в лепту. Таким образом, на наш взгляд, предлагаемая замена несоразмерна целям уголовно-правовой охраны личности общества, исключает возможность добросовестного заблуждения лица при распространении информации, а также может привести к массовым уголовным делам за распространение почти любой информации. Пределы усмотрения противоправности деяния будут необоснованно расширены, тогда как баланс между правом на защиту чести, достоинства, деловой репутации и право на свободу слова и выражения мнения будет нарушен. Представитель президента республики в парламенте, министр юстиции Анри Барциц, предлагаемые поправки поддержал, отметив, что в практике доказывания вины в части заведомости действительно возникают сложности. Попытка защитить честь и деловую репутацию отдельно взятого гражданина в связи с пониманием правоприменительной практики, то есть отсутствие возможности этой защиты, да, по линии клеветы, это, на наш взгляд, абсолютно верное направление деятельности. Ну вот, всячески поддерживаем в данном контексте. Также о предлагаемых поправках высказался вице-спикер парламента Астамур Аржба. Он отметил, что необходимо совместно проработать предложения и найти оптимальный для всех подход к изменению закона. Пицунскую сдачу депутаты получили, значит, да, с России деньги, бешеные какие-то сумасшедшие цифры, и постоянно варьируют, и постоянно разные. А сейчас говорят, что Евросоюз вместе с США, с Америкой, значит, заплатили депутатам, значит, деньги для того, чтобы этот закон не приняли. Война где-то, да. У меня совесть чиста. У меня совесть чиста перед собой, значит, так же, как и у всех наших коллег. Я в этом не сомневаюсь, значит, ни на секундочку. Но постоянно, значит, заставлять наших, значит, друзей, наших родственников, наших старших, значит, да, нервничать постоянно. Они уже боятся даже нам звонить, что-то либо спрашивать. Но сами горят и нервничают. Слышат всякую небылицу за нас. Ну, всякую небылицу. Так невозможно. Мы на что-то когда-то смотрели. В доме, в семье, нормальных традиционных семьях родились, воспитывали, значит, и жили, и живем. Ну, это абсолютно недопустимые вещи, которые говорят. Мы вообще потеряли, значит, да, контроль, совесть, значит, ну, все так невозможно, ребята. Давайте вместе думать над этим, значит, документом, да, и законом, значит, и каждый с учетом вашего мнения и, значит, ваших, значит, каких-то замечаний, давайте создадим что-то одно. Но эта вседозволенность, она уже, правда, зашкаливает. Предлагаемые изменения вызвали активную дискуссию, по итогам которой комитет принял решение не рекомендовать к принятию данные изменения закона. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.